друзья, заказ отправлен. И теперь для нас тоже на обед хочу, я немножечко, как бы давно уже мне нужно было посмотреть, как получается рыба или курица, что-то на аэрогриле. Никак не доходили до этого руки. Вчера чистила холодильник, который у меня тут стоял, я его переставила немножко, но потом это все будет показано потом. И когда-то мне еще Танзила, наверное, месяца 2 тому назад как бы привезла вот такую вот рыбу. Это форель. И я ее нашла вчера и разморозила. Думаю, и заодно я аэрогриль свой использую. Посмотрю. Так, короче, здесь я ее промыла. Все, высушила немножечко как бы. И теперь я ее немножко замариную, а потом принесу этот аэрогриль, покажу вам, познакомлю его. Пока вот пусть немножко как бы промаринуется. Ну, прямо здесь просто. Вот так вот посолю немного. Чешую я сняла. Сняла, или вернее. Вот так вот. Я еще немножечко соевого соуса добавлю, поэтому так сильно, конечно, солить не буду. Так, чуть-чуть черненького перчика. И немножко чесночного тоже добавлю. И вот пусть минут 15-20 постоит все это. Как бы. И немного так. Для аромата, можно сказать. Добавим соевый соус. Вот так вот. И пусть это дело стоит, а я сейчас принесу аэрогриль. Ну вот, мои дорогие, теперь мы с вами будем жарить рыбу на вот таком вот аэрогриле барбекю, который мне прислал интернет-магазин Уральского завода бытовых изделий города Челябинска. Вы, наверное, помните, друзья. Этот аэрогриль у них разработан вместе, ну, они его изготовляют вместе с, можно сказать, с турецким производством. Совместное производство с Турцией, короче говоря. Вот. И мы сегодня будем его пробовать. Прислан он мне давно, вы помните, кто со мной давно, вы, наверное, помните, что мне прислали тогда. Вот этот вот аэрогриль барбекю. Мне присылали тогда электровафельницу для венских вафель и присылали коптильню. С коптильней у меня, конечно, был неудачный опыт, но мы с вами еще будем стараться. Я еще, скажу, признаюсь честно, не делала еще, но купила уже щепу и будем мы с вами пробовать. Заказала соль нитритную, которую нужно туда добавлять. Мне рекомендовали наши девочки. Поэтому ждала эту соль, ждала как бы щепу. Это все у меня уже есть. Заказывала на Озоне, привезли. Будем еще и коптильню. Но сегодня, как я сказала, будет аэрогриль. Менеджер, который со мной общалась, вы сами слышали, что у нее были такие вот, ну, она очень восхищалась моим каналом, тем, что я делаю, и решили вот так вот меня обрадовать вот такой вот бытовой техникой, которая, ну, нужна в хозяйстве, конечно. Вафли тоже мы еще будем делать. Я делала, но просто без вас не снимала еще один раз. Получились тоже очень здорово, но будем еще и вафли делать и снимать, тоже буду показывать. Сегодня, повторюсь еще раз, вот такой вот аэрогриль. Вот, смотрите. Ну, я еще покажу, вот видите, у них в интернет-магазине есть много чего еще. Вот. Вот такой вот автоклав у них есть. Просто у меня автоклав от другого производителя, а у них тоже есть вот такой вот домашний автоклав, домашний погребок называется, автоклав охотник-рыболов на 14 литров, на 22 литра, как видите. Есть скороварки,
Есть, так интересно, видно? Видно. Есть вот такие вот электродуховки, электропечи, коптильни, что горячего копчения, что холодного копчения у них есть, вафельницы, электроорешницы. Есть вот такие вот электродробилки 2-3 видов. Есть электросушилки для сухофруктов, для копчения, как бы, ой, копчения говорю, для высушивания сухофруктов. Ну и вот какие-то разные сопутствующие, чудо-лопаты какие-то, видите, еще сопутствующие товары. Так что я в описании оставлю ссылку на их интернет-магазин, а вы посмотрите, зайдите, может быть, вам что-то понравится, закажите у них, если вам понравится. Значит, теперь я уже просмотрела инструкцию, что тут нужно делать. Ну и будем учиться, наверное. Вы знаете, что я опять-таки первый раз этим занимаюсь, небольшой профи в этом деле. Но посмотрим. Здесь по книжке написано, ну, для подготовки работы, что ее нужно протереть, хозяйственным мылом сначала натереть тряпочку. Но это все я сделала, высушила, все, что нужно, по чистке сделано. Теперь, для того, чтобы пожарить нам на гриле эту рыбу, нужно немножечко налить воды на дно. Это по инструкции как бы. Вот такая вот тут вот сетка лежит. Сейчас мы ее вынем. Вот. Можно положить посередине, а можно и сверху даже просто положить, без разницы. Ну, наверное, если посередине, то переворачивать как-то будет легче вместе с этим. Ну, мы будем смотреть. А можно и просто перевернуть, просто положив ее, что мы хотим, сюда наверх. Вот так вот. Так, для начала, как тут написано в инструкции, нужно налить на донышке воды, чтобы на дне была вода, и минут 5 дать прогреться аэрогрилю. И уже потом только укладывать наши овощи или рыбу, или мясо, что мы туда будем делать. Я, как сказала, я замариновала рыбу. Она у меня уже минут 20 постояла. Но мне еще захотелось, вы, наверное, видите набор продуктов, который у меня тут стоит. Но я захотела сделать сегодня рыбу с овощами. Если хватит места после рыбы, ну, возле рыбы, я сразу и овощи, и рыбу вместе запеку. Но если не будет хватать места, то мы по отдельности запечем овощи и запечем отдельно рыбку. И у нас будет сразу как бы и гарнир, и блюдо. Вот так вот, друзья. Ну, сейчас я налью водички сюда немножечко. Ну вот, друзья, налила я стакан воды. Так получилось, что она в этом углублении. Ну, посмотрим. Не знаю. Если я налью полный поддон, то его слишком много будет. А там написано налить немножко воды на дно. Ну, вот на это я налила воду. Теперь мы его закроем, включим и будем ждать 5 минут, пока это дело разогреется. А потом мы посмотрим, что будет дальше. Я вам скажу. Вернее, покажу. А пока наш гриль разогревается, я нарежу лук, перец, помидоры. Немножко посолю, промариную как бы. Так, острый перчик так оставим. Ну, вот на такие куски, наверное. Да я помидоры покупала совсем-совсем зеленые. Они у меня стояли и вот так вот созрели. Так, сейчас посолим, поперчим.
Так. Ну, немножко, наверное, я растительным маслом еще полью. Сейчас. Вот и все. Все, наши овощи тоже готовы. Так, ну все, 5 минут прошло. Теперь по инструкции уже можно закладывать наши овощи и рыбу. Видите, прекрасно разогрелась. Сейчас я, наверное, поставлю сначала сетку. Вот так вот. Вот, все установилось. Теперь я буду немножечко смазывать растительным маслом нашу рыбку. И положу на эту сетку. Вот так вот. Вот говорят же, на гриле приготовленная рыба, мясо, овощи, хоть что, полезнее, чем приготовленные, ну, прям, ну, когда жарится в масле. Так, хочется положить так, чтобы мне потом и овощи я смогла положить. Вот так вот. Я люблю очень запеченные овощи. К сожалению, я не разморозила баклажаны. Было бы очень вкусно баклажаны. Но мы в следующий раз сделаем и баклажаны. Так. Вот так вот. Теперь овощи у нас уже промасленные. Вот так вот положим и овощи. Надеюсь, будет вкусно. Ой, ой, ой. Надо сюда, на решеточку, вот так вот. А сюда положим лучок, чтобы он не падал. Вот так вот. Есть окошечко, в котором можно наблюдать за процессом готовки. Я люблю еще запеченный этот острый перчик. Конечно, у меня овощи не очень такого презентабельного вида, потому что, сами знаете, осень. Даже не осень, а зима. Так, ну все, пока больше не помещается, остальное я уже следующим потоком сделаю. Так, вот сюда еще можно что-то положить. Вот так вот. Все, больше никуда. Ничего. Ну все, наверное, вот сюда. Все, ну тут немножко осталось, ничего страшного. Так, теперь будем смотреть. Вот. Как бы. Так, это должно быть же вот так. Все установили. Вот так вот. И теперь закрываем. Я никак не могла понять, как это все соединить. Но вы меня простите, потому что это все первый раз. Как видите, вот тут вот. Сейчас я покажу, сниму камеру. Телефон, вернее, покажу, что здесь есть окно, окошко такое. Сейчас помою руки. Вот видите, вот такое вот окошко. И как вы поняли, нагревательный элемент находится сверху. И он очень уже накалился.
Вот, посмотрим, будем наблюдать через какое-то время. Будет в окошке видно, когда переворачивать. Ну и теперь посмотрим, друзья. Я смотрела в окошечко и даже 1-2 раза поднимала, и я вижу, что, в принципе, процесс уже идет. Прошло 20 минут. Вот. И смотрите, какая прелесть получилась. Теперь посмотрим. Нужно же ее перевернуть. Вот. В следующий раз я, наверное, положу вниз фольгу. Мне кажется, чтобы не пачкалось снизу. Так, как бы сейчас перевернуть, да? Чтобы... Все. И перевернули. Теперь нужно поставить на место. Вот так вот все. Ничего сложного. И теперь со второй стороны будем тоже. Вот. Удобные ручки, которые не как бы не греются. Можно открывать, закрывать, смотреть. Я надеюсь, я все хорошо снимала. Запах, аромат приятный. Значит, у меня как этот маринад мой был хороший. Ну вот. Вот единственное, что я смотрела как-то в роликах, что в аэрогриле кто-то кладет фольгу. Ну, а в принципе, там и помыть-то не очень-то сложно. Можно положить, можно нет. Это я Каспера выгнала. Он теперь мне тут шкрябает по двери, хочет зайти. Если не плотно закрыть, Каспер открывает дверь как человек. Так, и вот, мои хорошие, я подсмотрела сюда и вижу, что рыбка и овощи мои готовы. После того, как я перевернула, они у меня только 10 минут как стоят. И видите, как хорошо. Сейчас я выключу. Все. И посмотрите, какая приятная корочка появилась. Аромат такой. Все пропеклось, все вместе. Сейчас мы вынем. Сейчас я поставлю, чтобы не обжечься. На досточку, наверное. Так. Вот так вот. Да ничего тут и вытереть не страшно, правда же? Смотрите. Не обязательно нужна была и фольга. Так. Полчаса, и вот такое вот блюдо у нас получилось. Сейчас. Немножко прилипло, ну ничего. Ага, Каспер. Каспер, на рыбку пришел. На форель. Ты у нас не глупый кот. Так, вот так вот. Так, были бы листья салата, можно было бы красиво украсить. Но у меня их, к сожалению, нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, моя башенка пригодилась тоже. Так, теперь будем смотреть. Надо вилку. Немножко прилипла она, но ничего страшного. Давайте сначала, наверное, я уберу овощи. Так, интересно, видно, что я делаю? Нет. Вот.
теперь достанем рыбку. Вот. Наверное, лучше даже я вилкой бы это сделала, да? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, какой кусочек. Сейчас мы с вами сервировать будем немножечко, как бы. Вот, все. Ну и, наверное, с овощами. Вот так вот. Ну, еще один кусочек, как бы, да, вот поменьше. Ну, где-то на троих, наверное, у меня получится. Так что, друзья, аэрогриль прекрасная штука, как видите. Очень красиво все. Мне кажется, курочка здесь на ней будет очень красиво. Сейчас попробую. Так, разжую. Не пересушенная, очень даже вкусная. Давайте еще руками прям острый перчик поем. Какая вкуснятина. Так, ну что, мои друзья, мне аэрогриль понравился с первого раза. Хоть у меня был неудачный опыт с коптильней, но вот аэрогриль — это чудесно. Ну вот, мои дорогие, вот так вот, вот таких вот 3 блюда у меня получилось. У нас как раз сейчас дома только 3. Ой, мой петушок вас приветствует. Остальных нет дома, но мы все равно им оставим. Мы съедим-то по кусочку, только я просто вот накрыла вот так вот можно. А так как раз еще по одному кусочку и испечь просто овощи. И 3, которые должны прийти, тоже хватит. Ну, я просто для оформления вот так вот положила. Конечно, если бы были листья салата, можно было бы красиво оформить. Но у нас сегодня такой вот получается. Посмотреть, как делает аэрогриль, как работает. Я очень довольна, великолепно. Ну, полчаса, 20 минут с одной стороны и 10 минут с другой стороны, и блюдо мое готово. И я попробовала. Очень сочная рыбка и вкусные овощи. Так что, друзья, я вам рекомендую купить этот аэрогриль. Как я сказала, ссылку я оставлю в описании, закреплю в комментариях. Вот такой вот такой вот аэрогриль. Как я сказала, он совместно с Турцией, производство у них, а находится в Челябинске.
Уральский завод бытовых изделий. Вот. Мне очень понравилось. Приобретайте, может быть, даже на Новый год, на подарок кому-то. Вот такое вот блюдо приготовить на Новый год тоже, мне кажется, очень аппетитно. Также можно и стейк мяса, и курочку, и рыбу, и просто так даже овощи. Например, я очень хочу попробовать баклажаны. Я люблю баклажаны, как я уже говорила. Мы поели, я вымыла посуду, а пока я мыла посуду, решетка у меня лежала в мойке. И вы же видели, что у меня немножечко как бы рыба прилипла сюда. Сейчас посмотрим, как она будет у нас очищаться. Решетка это как бы ну вот она прекрасно отмывается, потому что мы ее немножко замочили. А рыба действительно, друзья, что рыба, что овощи, можете мне поверить на слово, получилась очень вкусная. Ну, наверное, форели и семгу нельзя ничем испортить, ни грилем, ничем. Но все равно она получилась не сухой. Единственное, что я боялась, что вот гриль может пересушить их. Единственное, получилось немножко как бы лук сухой, признаюсь вам честно. Лук мне показался немножко суховат. Может быть, вот нужно было именно лук или в соевом соусе, или в уксусе как-то немножко замариновать, мне кажется, потому что он был сухой. А так остальные овощи мне понравились, что острый перчик, я очень люблю острый перчик запеченный. Потому что когда у нас Багаудин обычно на костре готовит, или плов, или жаркое, или что-то, он любит готовить на костре, на улице, он всегда мне запекает острый перчик. Ну вот, превосходно моется решетка. Самое главное в любой посуде, наверное, тщательно ее вымыть, чтобы потом уже не надо было ее как бы очищать, обдирать все. Ну, сковорода, что бы там ни было, чтобы сразу после всего быстренько все почистить. Ничего мудреного, конечно, я не говорю. Вот так вот. Но вещь хорошая. Конечно, было бы вкуснее на костре, это безусловно. Запах дыма на костре. Но не всегда же получается на костре, особенно кто живет в квартире. Мне кажется, это очень даже хорошая альтернатива, когда нет возможности сделать гриль на костре. Посмотрим. Будем с вами выпекать. Будем с вами жарить на этом гриле еще. И дальше я вам буду тоже говорить, что из себя это представляет. А пока мне нравится, как я вам сказала. Так. Я потом ее еще насухо вытру. Теперь займемся вот этой вот штукой. Помоем поддон. Так. Смотрите, за счет того, что здесь была вода, ничего не подгорело. Все прекрасно чистится. Сейчас я немножечко.
Ну вот, все великолепно почистилось. Я сейчас пока просто оставлю вот так вот открытый. Открытым аэрогриль. Чтобы это все высохло. Ну и все. Все прекрасно. Вот. А сейчас я еще сегодня собираюсь ехать в город. Мне нужно поехать за мясом. Может быть, еще с вами увидимся. Ну вот, друзья, я уже приехала в Назрань. Сейчас мне нужно пойти сначала в аптеку, купить для мамы лекарства, которые мы покупаем в начале месяца каждый раз. Ну, что делать? Это нужная необходимость. Потому что без этих таблеток маме было бы плохо. Вот в этой аптеке, московские аптеки, я покупаю всегда лекарства. Тут дешевле. Это не проплаченная реклама, но тут в принципе дешевле и бывают всегда в наличии такие препараты, которых иногда можно в других аптеках и не найти. Тут также есть оптовые магазинчики. Не магазинчики, а оптовые склады. Подъехали мандаринях. 70. А гранаты? 100 рублей. 100? Да. Интересно. Девочки, кто-то меня спрашивал про чугунные сковородки. Вот они есть, но они, конечно, не старые, а производство Кукмара. Вот такие вот чугунные сковородки. Ну вот, друзья, приехала я с рынка, ездила я специально за мясом. Вот такое вот мясо я купила. У меня заказ на завтра. Заказчик у меня пока один и тот же. Она мне уже переслала денежки, но я еще не посчитала, сколько у меня осталось. Энную сумму. Посмотрим, сколько мы уже потратили. Вот, значит, сегодня я купила мясо вот такое вот. Мне нужно было на завтра, как я еще раз повторюсь, отварить мясо с галушками, с нашей подливой и тоже отправить. Вот такие вот ребрышки я купила. Мне оно понравилось. Не очень жирное и не очень постное. Такое молодое мясо. Давно я не была именно вот в том районе, вот где я это мясо купила. Как раз стояла женщина, у которой я часто покупала раньше мясо, но что-то давно у нее не покупала. Вот такое мясо. Это на 900 рублей. Мясо стоит 400 рублей килограмм. И купила себе не фарш, а купила мякоть и сразу же попросила ее пропустить, потому что так проще было. Ну, она знакомая, бесплатно мне пропустила. А так, по-моему, то ли 5 рублей, то ли 10 рублей с килограмма просят, чтобы пропустить. И вот такие вот еще покупочки. Ну, раз начала, то продолжу. Это я купила уже у нас в магазине, потому что с рынка бы я не смогла тащить. Поехала на такси, но вернулась обратно на маршрутке. У меня еще были, кроме мяса, какие-то свои дела. Я, если честно, по делам своим ездила. Ну, неудачно. Ну, ладно. Не в этом суть. Так, купила хлеб, соль. Вот такие вот овсяные хлопья для нас. Купила вот такую пасту для лазаньи. Не знаю, захотелось. Когда буду делать, не знаю, но пусть стоят. Ну, это комет взяла. Купила дрожжи, хочу что-то, наверное, пирожки с капустой хочется. Но люблю пирожки с капустой, с квашеной капустой. Или соленой как бы капустой. Но у меня ее нет. Ну, хотя бы из такой капусты сделаю. Что-то захотелось. Купила вот такие вот вафельки. Вот такие вот печенья. Вафли купила для нас. Ну, я тоже их не ем, но для мальчиков. А вот эти вот соленые печенья, хоть и нельзя, вот эти вот крекеры, очень любит мама.
купила для нее. И вот такую вот сыр-косичку тоже купила для нее. Тоже я знаю, что соленое ей нельзя, но ей иногда вот хочется именно вот солененького. Я ей объяснила, что много соленого не. Она говорит, я понемножечку только, ну день одну-две печенюшки, и иногда немножечко вот такой вот ей нужен соленый сыр. Ну иногда можно, пусть ест, раз она хочет. Купила вот таких вот 3 лимончика, гранаты. Уже 1 гранат мы съели с Ибрагимом на пару, и 1 хурму съели. Ну, хурму Ибрагим не ест, хурму съела я. Так, вот эти мармеладки тоже мамины. Она любит чай с мармеладом. И, друзья, кто начнет писать, чтобы зря даже не писали, мармелад халяльный, там нет этого желатина, который нам нельзя употреблять. Поэтому говорю заранее. Так, и ездила же еще и в аптеку, чтобы купить маме Вахел, будь здоров. Лекарства. Так, ну вот эти вот лекарства, вот эти вот препараты мама принимает. Вот такие вот. Вот эти. И вот ПК, вот это вот на 7482. Ну, у нас не все еще закончились, поэтому я не купила. Есть еще несколько препаратов, которые она пьет. Просила она у меня еще такой вот спазмолгон от головной боли купить. Вот такие вот у меня покупочки, друзья. Так, еще купила упаковку, сейчас покажу. Ну и вот, друзья, раз уж начала, покажу до конца, что я сегодня купила. Вот такие вот контейнеры для еды, для заказов, чтобы они у меня были в запасе. Чуть эти побольше, эти поменьше, большие 16 рублей, маленькие 14 рублей. Вот такие вот, ну, для лепешек я обворачиваю их в пергамент, в фольгу. Так, подальше покажу, чтобы было видно. Вот. И туда кладу лепешки. Потом снова оборачиваю в фольгу и в пергамент. Поэтому купила вот так вот пергамент такой. Снимаю одной рукой. Купила фольгу такую, наверное. И вот такой вот пергамент. Бумагу для выпечки. Ну, тоже и для выпечки, и для того, чтобы завернуть что-то. Купила вот такую вот адыгейскую соль. Танзила и Багаудин меня подсадили на эту соль. И купила вот таких вот 3 горшочка для цветов. У меня тут 2 пеларгонии маленькие отросточки стоят. И такой маленький остренький перчик, огонек. Пересажу туда. Давно надо было пересаживать никак. Но все время забывала купить их. Сегодня увидела, проходя мимо, купила. Ну, вот такие вот покупки у меня сегодня. Ой, честно скажу, я даже не знаю, сколько я потратила. Потому что как-то не считала. Ну вот такие у меня покупки. А сейчас я буду уже заниматься ужином для нас.